Итак, вечер добрый. Экспертный клуб приветствует Ольгу Валерьевну Балабкину, заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия. Сегодня наша встреча посвящена теме пандемии новой коронавирусной инфекции. И думается, что у нас, у наших коллег есть ряд вопросов. Как уже было сказано до этого, в рамках подготовки, сегодня участие принимают ИКТ-информ Игорь Савинов, редактор, я, Елена Тихонова, интернет-газета в Якутию.ру, редактор, и представитель парламентской газеты «Илтумен» Аламжи Будаев. Прежде всего, хотелось бы напомнить, что наш экспертный клуб работает уже 2 года. Мы до этого рассматривали темы, известные после триумфа, а также после общероссийского голосования по Конституции, тоже обсуждение проводили. И на днях мы проводили встречу с руководителями парламентских фракций по итогам минувших выборов. Ну и в целом, конечно, занимаемся общественной работой. Очень надеемся, что в скором времени у нас идет работа сейчас, продолжается. И надеемся, что у нас в скором времени уже будет создана своя общественная организация новая в республике, которая будет заниматься защитой интересов нашей отрасли, ее представителей, ветеранов и решать другие уставные задачи. Большое спасибо. Итак, начинаем. Ольга Валерьевна, вам слово. Спасибо большое, прежде всего, организаторам за то, что дали возможность сегодня с вами пообщаться. Я думаю, что те представители вашего и группы экспертного сообщества, я тоже достаточно давно за вами слежу, с начала момента существования вашей экспертной группы. Всегда интересно то, как вы высказываете свою позицию. Часть из них, безусловно, мы не можем не принимать к себе на какие-то определенные моменты для последующих исполнений в качестве рекомендаций, потому что действительно сверяться с мнением общества, это всегда, в общем-то, я считаю, что удел сильный. Я не побоюсь, но я скажу это именно таким образом. Поэтому вам огромное спасибо за то, что сегодня вы тоже мне даете возможность сказать и при необходимости ответить на вопросы. Да, я не буду долго рассказывать истории, которые практически, с точки зрения информирования, вы обратили внимание, что нами оперативным штабом изначально с марта месяца был выбран формат ежедневного брифинга, именно оперативного штаба. А с чем это было связано? Это было связано с тем, что, в принципе, республика, так же, как и вся Россия и весь мир, столкнулись с такой ситуацией, когда никто не знал, как будет разворачиваться вообще, как будут разворачиваться события. Это вирус необычный, это вирус неизвестный. И поэтому сегодня непосредственно мы уже готовы говорить о том, что мы как последовательно практически каждый день, отчитываясь перед населением республики, рассказывали, что мы делали для того, чтобы этот вирус преодолеть. И, естественно, непосредственно дальше продолжаем работать и в данном направлении. Как вы знаете, у нас указом главы Республики Саха-Якутия на территории республики введен режим повышенной готовности. Если брать его с правовой точки зрения, позвольте, раз все-таки клуб экспертный, я все-таки буду рассуждать в некоторых моментах как юрист. Но если брать с правовой точки зрения, это режим своего рода, который предшествует любой чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть. И именно в режиме повышенной готовности за этими словами скроются и определенные дополнительные полномочия, которые есть у главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева по изданию указов, на основании которых уже в режиме повышенной готовности, своего рода, некоторые называют это пред-ЧС режим, могут создаваться те или иные правила поведения. В зависимости от эпидситуации, ее оценки, в учет которой учитывается непосредственно не только количество больных, но учитывается количество тестирования, количество свободных коек. В зависимости от этого принимались решения. Вообще за весь период у нас было издано около 60 указов нормативно-правовых актов главы республики и достаточно большое количество нормативной базы, которая регулирует все различные отношения. Это и регламенты взаимодействия непосредственно с недропользователями, это и регламенты работы самих заведений, это и регламенты того же масочного режима, регламенты работы на транспорте. И если в обычной доковидной жизни мы привыкли все работать каким образом? Мы нажимаем консультант и находим там типовое решение вопроса.
Сейчас типовых решений вопросов, начиная с марта месяца, их не было. Поэтому они все рождались в зависимости от ситуации и в зависимости от опыта других субъектов Российской Федерации, ошибок, может быть, каких-то обменов мнений, положительных эффектов. И вот сегодня мы непосредственно находимся, опять же, как я и сказала, указом главы Республики Саха Кутасяна Сергеевича Николаевна вчера режим повышенной готовности по коронавирусной инфекции продлен до 1 октября с соответствующими ограничениями, которые действуют на территории республики. Значит, и, соответственно, с соответствующими правилами поведения. Если условно, весь вот этот вот наш 8-месячный период, я бы его разделила на 2 этапа. Да? И не связанный он, мы понимаем, что у нас в основе является как раз рост заболеваемости, значит, рост инфицированных, но на 2 этапа с точки зрения того, когда мы просто-напросто шли на то, что мы создавали условия для того, чтобы медики научились и в том числе начинали работать с коронавирусной инфекцией и создавали им для этого базу, а сейчас уже непосредственно мы перешли, условно говоря, ко 2-му этапу, когда мы начинаем жить в новых условиях. Поэтому и допускаем возможное непосредственно, значит, какое-то снятие ограничений, которые в первые дни, там, например, устанавливали, когда было 30 заболевших, да, инфицированных, а не 60 и более, как сейчас. То есть в любом случае уже привыкли не только медики знают, как себя вести, уже и население знает, как себя вести и, соответственно, как работать. Поэтому тот уровень культуры населения, даже с точки зрения ношения масок, значит, социального дистанцирования, он сегодня, по нашему мнению, позволяет, значит, определить те ограничения и те правила поведения, которые есть у нас на территории республики. Наверное, цифры сегодня видели все. Да, наверное, на цифрах не буду останавливаться. Готова, в принципе, вот в порядке диалога, да, меняться с вами любой информацией и, может быть, что-то, если есть необходимость, пояснить. Так, тогда можно уже переходить к вопросам. Ну, чтобы я вас тут не забивала там своими... Да, конечно. Лена, давай, начинай. Так, тогда вот самый, наверное, актуальный вопрос, который сегодня волнует родителей старших классов отдельных, да, это 21 марта начнется, да, их очное обучение, переход на очное обучение отдельных старших классов. Хотели спросить, Ольга Валерьевна. Значит, вообще базовой формой должно быть очное обучение с соблюдением, я это говорю постоянно, соблюдением санитарных требований. Школы оснащены все соответствующими средствами, например, рециркуляторами теми же. Вот только что докладывала, например, Бурятия. У них есть известная тоже в средствах массовой информации вспышка. Когда выяснять начали, почему, оказалось, что школы начали учиться, однако ни рециркуляторами, ни иными средствами защиты школы не были оборудованы. На настоящий момент наши школы готовы непосредственно к тому, чтобы начать обучение в традиционной форме именно с точки зрения обеспечения циркуляторов. Значит, другой разговор. Наши школы должны начать обучение работать в небольших, не в наших традиционных классах. И вот здесь как раз и возникает базовая проблема, которая характерна для наших школ. У нас и так были переполненные школы. Поэтому сегодня перед муниципалитетами, где школы переполнены, стоит задача таким образом восстановить традиционное обучение для того, чтобы непосредственно не допускать больших групповых заражений. Это базовая позиция сегодня с точки зрения именно безопасности. И об этом мы сегодня все говорим. Вот я привожу всегда пример Неринга. Тот, кто был в Неринге, знает о том, что там огромные школы, которые непосредственно, значит, построены еще в советское время на достаточно большое количество детей. У них сегодня нет вопроса с традиционным обучением вообще. Они развели их по разным крыльям этой школы, развели по разным классам, и они уже начинают в эту традиционку постепенно заходить. Вот. Для Якутска действительно это будет сложно. Поэтому здесь возможна комбинация форм. Деление на группы, деление на формы обучения, очное, дистанционное, решение вопросов в ином порядке. То есть вот такая ситуация.
Спасибо. И можно я тогда еще вот напомню, что наша коллега Сусанна Рожина передала свои вопросы, так как она в перелете просила их, вот мы передали, да, и да, озвучить, ну вот, поэтому и у меня тут 10 вопросов у нее, 9 у Игоря, у Аламжи, поэтому вот по очереди буду, да, вот у нее первый вопрос, который просит передать Сусанна, это почему у нас такая странная статистика по заболеванию. В районах одна, а оперштаб дает другие данные. Как это все считается и подбивается? В одном Среднеколымском районе, вот пример приводится, 86 новых случаев, а по республике 69. Странно же. Можно вот получить ответ? Да, я готова ответить на этот вопрос. И буду на него отвечать, не переставая, постоянно. Нужно просто вспомнить март месяц. Вспомните, вся республика ждала подтверждения диагноза первого больного. Это происходило чуть ли не неделю. Любой анализ, который у нас взят на территории района, он должен быть подтвержден в лаборатории Роспотребнадзором. Лаборатория находится в городе Якутске. Так же, как и когда-то тогда, в марте месяце, для нас такая подтверждающая лаборатория находилась в городе Новосибирске. Оперштаб оперирует лишь только теми цифрами, которые в 8 утра дает непосредственно Роспотребнадзор Республики Саха-Якутия, которые за сутки вбиты в соответствующую федеральную базу. Вот это вот включение в базу осуществляется, получается, в ночь, да, так это делают все субъекты, и на 8 утра эта информация у нас есть. Только та информация, кто собирает информацию, полный сбор информации осуществляет управление Роспотребнадзором по республике Саха-Якутия. В данной ситуации я не могу ни сдвинуть, ни передвинуть, ни прибавить к этим цифрам, и никаким волевым решением ничего с этой информацией, так же, как и глава республики, сделать не может. Эта информация уже вошла в базу. Как только непосредственно все остальные анализы сюда приходят, в зависимости и от загруженности лаборатории, и в зависимости от того, подтверждены они или не подтверждены, дается цифра по районам республики. Вот и вся разница между данными оперштабов районов и оперштабов и республиканского оперштаба. Поэтому все мои обращения к руководителям оперативных штабов районов, они как раз всегда были об этом. О том, что, коллеги, вы даете свою внутреннюю информацию, но она не подтверждена до сих пор. Поэтому пока она не подтверждена, мы ее официальной и достоверной признать не можем. А иногда от усталости на брифинге можно перепутать один район и второй, и тут же исправиться на телеграмме оперштаб. Разрешите такой вопрос, Лена? Вот я думаю, тоже волнует многих людей. Разные слухи ходят по WhatsApp, что людей не лечат, не берут на госпитализацию. А вот каков алгоритм, утвержденный с момента вызова врача? Вот человеку стало плохо, у него температура. Когда должны браться анализы? Когда должна вот начаться маршрутизация, или как это правильно сказать, госпитализация, Ольга Валерьевна? Да, значит, для понимания, коллеги, Министерство здравоохранения республики доводит до учреждений здравоохранения республики соответствующий алгоритм, который определяет Минздрав Российской Федерации. За период с марта месяца сейчас непосредственно мы работаем по 8 методическим рекомендациям по счету. Поэтому, если в начале... По 8 по счету, по 8 только по счету методическим рекомендациям. Минздрава России по 8. За этот период меняется не только маршрутизация, да? В этот период мы должны, соответственно, перестроиться, работать по новым правилам. Соответственно, опять спустить эти правила по приказу Минздрава нашим докторам, врачам. И казалось бы, если, например, брат или сестра заболели в марте, у них брали анализ сразу на следующий день, да? То, например, если кто-то из родственников, который это знал, получили, например, значит, заболели чуть-чуть позже, уже действовали другие методические рекомендации, у них берут анализ на 5-й день. Сегодня анализ берется на 8-й день.
То есть вот она, как бы, вот такая вот методика, и она, конечно же, не может не приводить к разного рода определенным нервностям. Однозначная позиция, которая четко действует. Если температура больше 3 дней, то, соответственно, значит, врач из поликлиники должен ставить вопрос по КТ и, соответственно, по последующей госпитализации в зависимости от непосредственно, значит, состояния. У нас, по большому счету, практически, значит, вот скорая помощь, после того, как у нас, значит, были определенные вопросы по скорой помощи, да, значит, скорая помощь, все вызовы записываются. И вот все вызовы, которые идут на скорую помощь, они мониторятся. И, безусловно, значит, да, в зависимости от того, где человек прикреплен, когда поступил вызов, да, врач скорой помощи старается отрабатывать и слушать в том числе, что говорит ему пациент. В связи с возникшими вот за последние 2 недели, значит, определенного рода сложными вопросами, да, значит, все документы по тем проблемным моментам, которые были за последние 2 недели, все переданы в Росздравнадзор, и после завершения их расследования непосредственно будет доложена ситуация. Вот такая ситуация. Поэтому мы, безусловно, можем выдать, да, Игорь, например, маршрутизацию, ну, как бы методику, мы можем ее выдать там инфографикой, да, но она может поменяться, и, соответственно, значит, меняются даже лекарства. Вот сегодня вновь на одном из, ну, вот нас на ВКС определили еще новое лекарство, которое мы вновь должны будем закупать. Соответственно, заключаем соглашение, вводим его в лист лечения и идем дальше. Вот вакцины завезли, но там не указано, сколько штук. Вот это интересно. Да, насколько много их завезли, этих вакцин. Сегодня мы заключаем непосредственно соглашение с Минздравом Российской Федерации, непосредственно для того, чтобы, значит, определиться в том числе и по объему вакцин. Значит, я обращаю ваше внимание, что сейчас первая вакцина, которая уже здесь находится в республике, она, значит, необходима для отработки маршрутизации. То есть? Ну, то есть для отработки маршрутизации, значит, где вакцина ставится, значит, как будут, например, наставить вакцину северные врачи, повезем ли мы на север, не все поставим в городе Якутске, то есть это рабочий момент. Все понятно. Количество вы не можете сказать, да? Там Нет, я количество не могу сказать, потому что, значит, непосредственно сегодня мы заключаем соглашение, значит, порядка около 1000 доз. Потребность у нас значительно больше. То есть пока... Так, получается, вот эти вакцины... Игорь, ты задаешь вопрос или мне можно уже? Ну, задавай. Вот я по вакцине хотела тоже, вот подготовила свой вопрос, да, вот по поводу планов и прогнозов в том отношении, что там будет как? Обязательно всех вакцинирование или как-то вот те группы профессий, которые там подвержены... Вакцинация добровольная. Первичная или по желанию. Да, любая вакцинация населения, она добровольная. Добровольная. Да? Значит, я хочу обратить внимание, у нас первая вакцина однозначно пойдет на тех, кто работает в красной зоне врачей. Что такое красная зона? Это те, кто работает в инфекционной больнице. Медики, учителя, социальные работники. Медики, прежде всего, которые в красной зоне. Но по желанию? Конечно, по желанию. По желанию. Да, просто приоритетная категория, как бы, да, скажем так, населения. Однозначно приоритетная категория, да, потому что, в принципе, ну, страна четко понимает, значит, сколько может производить, ну и, соответственно, значит, будем дальше работать. Спасибо. Еще вот такой вопрос, да, как в целом, хотелось бы узнать, да, как в целом динамика вот новых заражений, новых случаев заболевания у нас в республике и по смертности ситуация у нас вообще по сравнению с другими регионами какая? Ну, как мы вообще в целом по сравнению? Ну, по сравнению с другими регионами я бы хотела сказать об общей смертности. По данным Росстата, которые опубликованы значит, непосредственно с января по июль 2020 года, смертность у нас, общая смертность, она не превышает той смертности, которая непосредственно у нас была на аналогичном периоде 2019 года. Это с января по июль.
В том числе там у нас, соответственно, и количество смерти от коронавирусной инфекции, как мы с вами все понимаем. Однако я все-таки, раз мы все-таки с вами сегодня на экспертном клубе, хочу сказать о такой ситуации, которая называется смертность от внешних причин. Вот это та цифра, которая сегодня непосредственно, значит, она у нас вызывает большие вопросы и, к сожалению, рост. Пусть это в какой-то мере малые цифры, но тем не менее она именно растет по сравнению с тем, что было в прошлом году. Если, например, смертность от онкологии у нас меньше, чем в прошлом году, смертность от, значит, причин, которые связаны с сердечными заболеваниями, на том же уровне, да, то вот смертность от внешних причин, она, к сожалению, растет. Поэтому, значит, соответственно, сегодня мы ставим задачу эту ситуацию исправить. Вот. Что касается смертности от коронавируса, то в данной ситуации сравнивать с кем-то, наверное, не совсем корректно, но нужно сказать, что, значит, непосредственно ниже средней российской по республике смертность. Мы отслеживаем ее каждый день и, соответственно, значит, дальше будем все делать для того, чтобы медики будут делать все для того, чтобы смертность уменьшалась. Поэтому сегодня поставлена задача выявить все причины смертности от начала до конца, но они выявляются постоянно, и, соответственно, откуда выявлять и причинную связь между ними. Сегодня по соцсетям уже вот гуляет письмо заместителя главного санитарного врача о том, что он просит, ну, или требует главу республики снова закрыть кинотеатры, бассейны и театры. Ну, как будет развиваться ситуация? Значит, такое письмо поступило после указа главы республики Саха-Якутия. Значит, и, соответственно, после принятия указа главы республики Саха-Якутия оно будет рассмотрено на заседании оперативного штаба. Но глава же должен выполнять требования, так, санитарного врача? Или указ главы был подготовлен на основании требований санитарного врача, который был внесен, значит, 10 сентября, как и положено, перед указом президента главы республики, как это делалось практически один раз в полмесяца до этого, значит, и был сделан анализ по, значит, 3 категориям: свободный почечный фонд, уровень заболеваемости и тестирование. То есть тогда возможно внесение, ну, изменения, да, тогда после рассмотрения какие-то? На настоящий момент, как только письмо официально через социальные сети поступит непосредственно к главе республики, оно будет отписано для рассмотрения, и в этом письме базовые позиции, которые нами будут рассмотрены и доложены главе, это оценка этих 3 показателей. Спасибо. И следующий вопрос, вот, да, тоже по ситуации вокруг пандемии, да, вот буквально вчера по сообщениям федеральных изданиях мы узнали о том, что мэр Москвы призвал предприятия своего города больше стараться оставаться, чтобы их работники больше старались оставаться на удаленке, то есть это как рекомендательного характера, да. А как у нас с этим в республике? Мы никогда с марта месяца не снимали этой просьбы к работодателям. Более того, на наших комиссиях по социально-трудовым спорам мы, в общем-то, сегодня говорили и данное требование просили сохранять не только работодателей, но и недропользователей. Мы понимаем, что у недропользователей также есть люди, которые, кроме вахты, относительно которой установлены регламенты, есть аппараты управления. Мы считаем, что, значит, сама по себе возможная удаленная работа, значит, она сегодня является своего рода также вот таким вот, значит, заслоном для контактов на рабочих местах. Нельзя сказать, что уровень корпоративной культуры в наших учреждениях, наших офисах уже настолько высок, что можно, значит, выходить в офисы на работу. Мы дальше продолжаем корпоративные выезды, дальше продолжаем чаепития совместные, да, как бы, к сожалению, очень многие продолжают проведение мероприятий, тогда как уже можно давно было перейти и в режим ТКС, и, соответственно, мы режим.
Ну, кроме того, нужно сказать, что удаленный режим работы сегодня имеет уже и законодательное закрепление. Юрист он не проснулся. Ольга Валерьевна, а вот еще нестыковку мы тут увидели сегодня в беседе с одним человеком. В указе же до сих пор строчка остается, что массовые мероприятия более 50 человек запрещены, а в кинотеатрах находится же ну, по 100, по 2. Спасибо большое, точно, да, вы правы. Вот мы, соответственно, видимо, завтра изучим этот вопрос, но в ближайшее время, да, все правильно. У нас вообще все массовые мероприятия запрещены. Раньше у нас был первый запрет, был он ограничен 50. Действительно, нужно установить и ограничительный барьер, подумать об установлении ограничительного барьера. Я согласна. Будем думать. Аламжи, у тебя есть вопросы? Может быть, Аламжи, а у него нету. Да-да-да, Аламжи, вопросы есть у тебя? Ты где? Здесь я его точно вижу. Нету, он говорит, что нету. Пока нет. Ольга Валерьевна, а вот еще сейчас вот волнует буквально всех людей вторая волна, да? Сегодня же цифры по России опубликовали. Впервые с 20 июля или июня максимальный всплеск. И вывод Обедин тоже, Виталий, наш этот всем известный журналист, пишет, что он давно предлагал правительству сделать какой-то математический прогноз. У него есть специалисты. Вот такой прогноз как-то смоделировали, заказывали. Что, вот людям, что людям ждать вот, до Нового года, до декабря? Вы можете сказать нам? Значит, я очень четко говорю, безусловно, как бы математические моделирование процесса есть. Значит, на него опирается непосредственно глава республики, и оперативному штабу дает соответствующие установки. Само по себе моделирование оно должно исходить из того, что мы уже зашли в другую эпид-ситуацию, которая связана с гриппом и ОРВИ. Вспомните каждую нашу осень. Каждая наша осень – это привитие против гриппа и, соответственно, сезонные ОРВИ как таковые. Немного стало раньше у нас холоднее, поэтому по ряду муниципальных образований раньше включали тепло, например, в учреждениях образования. Значит, по ряду муниципальных образований сдвигали как графики, так и выстраивали иные позиции для того, чтобы наши сейчас две задачи. Не допустить микс ОРВИ и гриппа между собой и коронавируса, да, и разделить их. Почему у нас сегодня непосредственно и начали делить, и увеличивать в том числе койки инфекционных стационаров, чтобы у нас было куда класть и людей, непосредственно госпитализировать людей, которые у нас болеют и гриппом, и ОРВИ в том числе, да, потому что иногда формы бывают тяжелые, кроме того, пневмония бывает не ковидная. Поэтому, соответственно, сегодня вот мы, в отличие от всех остальных субъектов, пока Москва только чуть-чуть входит, да, мы вот на вот этот вот порог зимний, мы на него заходим. И когда мы говорили о том, что когда Россия зашла на сам по себе коронавирус, мы зашли в марте. Тогда вот эти все эпидемические мероприятия, как бы уже грипп и ОРВИ, они уже спускались снизу. Мы заходили на этой части. Сейчас, безусловно, будет подъем. До декабря вы можете как-то? Или это засекречено? Не, тут без секретов самих по себе, да. Это зависит от нас с вами. Дальше будем продолжать общаться, будем расти. Чуть-чуть начнем. Например, Трамп, президент США, он же сразу объявил, что, возможно, погибнут до 200 тысяч человек в США. Видимо, ему ученые уже подсчитали, спрогнозировали, что будет такой вот всплеск серьезный. А у нас... Я вообще не берусь непосредственно, да, вообще комментировать президента Америки Трампа, особенно с учетом того, что он находится в состоянии предвыборной кампании, да. Поэтому на настоящий момент, мы сегодня, я еще раз говорю, что у нас есть уже определенное количество и переболевших. Сегодня делаем все для того, чтобы изучить иммунную прослойку, насколько выработан коллективный иммунитет. Видите, нам своего рода коронавирус дает какие-то определенного рода такие вот новые перед нами тренды, задачи ставит, вызовы новые нам дает. Поэтому не готова
говорить, ну и не буду никогда прогнозировать, я буду говорить только одно, пожалуйста, соблюдайте правила, и, соответственно, будет меньше нагрузка, в том числе на систему здравоохранения. Спасибо. И вот следующий вопрос тоже я вот вперемешку делаю со своими вопросами, да. Вопрос нашей коллеги Сусанны Рожиной. Достаточно ли мест в обсерваторах и в больницах, и нет ли таких вот, ну, сложных ситуаций? И говорят, что мест нет, и есть приказ Минздрава не принимать людей, а только по договоренности. Так ли это? Вот прям дословно спрашиваю, как и обещала коллега. Такого приказа Минздрава быть не может по определению, потому что основная задача медиков – это лечить. Поэтому непосредственно никто никого, соответственно, значит, не имеет никаких намерений оставлять дома, если для этого есть соответствующие предписания. Никто не скрывает, что на прошлой неделе были определенного рода сложности. Эти сложности были, значит, непосредственно связанные с определенного рода причинами, и в том числе взаимодействие с клиниками, которые не относятся к клиникам республиканским, частными клиниками, с клиникой ЕФАН. Да, соответственно, значит, на настоящий момент, в том числе путем развертывания дополнительных коек, практически вновь опять, оно, наверное, нельзя сказать развертывание дополнительное, да? Это возобновление работы коек вновь, которую мы свернули немного, определенное послабление, которое было у нас в августе, да, сейчас мы вновь вернули эти койки, и я думаю, что постараемся, безусловно, уже эту субботу пережить более спокойно, ну и для граждан это не будет представлять напряг. То есть, ну, с этим у нас проблем нет, и здесь вот как раз вспоминается выступление главного врача офтальмологической больницы Ивана Луцкана на встрече лидера России, вот, которая, ну, немножко тоже вызвала вопросы, видимо, и у общественности, и у журналистов, да. И следующий вопрос тогда, Игорь, если у тебя вопроса нет, я свой Нету. задаю. Да-да-да, я хотела еще спросить, знаете что, вот весной мы в интернет-газете в Якутии.ру как-то пытались вот сделать рейтинги районов, да, вот у кого больше идет выздоровление или у кого больше идет новых случаев, да, ну вот, по крайней мере, мы пытались как-то по полочкам вот эти ежедневные данные брифинга и да, вообще сведения оперштаба как-то более разложить для своего понимания, да. Кстати, очень было интересно на брифингах, жаль, что вот их мы сейчас не можем подходить в очном порядке в Дом правительства. Но это так, ремарка. И вот хотелось бы узнать, да, как вы, как оперштаб и в целом как правительство республики оцените работу глав районов, муниципальных образований именно вот в пандемический период, да, потому что, ну, есть ли вообще вот какой-то условный рейтинг, может быть, где больше там заболеваний, где меньше, и по каким причинам, и, допустим, если есть такое вот какое-то вот, ну, ранжирование районов, да, то можете ли вы назвать пятерку самых горячих точек в республике? Да, конечно. Ну, во-первых, потому что этот анализ я вижу каждый день и, безусловно, понимаю, значит, где из районов у нас непосредственно, в общем-то, идет больше, значит, количество зараженных, и мы понимаем, откуда эта природа есть. Если мы понимали, что у нас в любом случае лидерами, в том числе называют это антилидерская, да, как бы доска, но да, по количеству зараженных и по количеству выявленных, да, у нас мы понимали, что это будут те районы, в которых большее количество населения. Поэтому, безусловно, вот в первой тройке мы назвать, значит, прежде всего и Мирнинский, и Нерюнгринский, и Алданский. Ну, как вы помните, Алданский начинался достаточно сложно, прямо с колоссальной вспышки, которую удалось ликвидировать, а дальше уже пошло нарастание, и, в принципе, медики Алдана справились, и даже летом, в общем-то, мы помогали Амурской области, алданские медики лечили, значит, амурчан. Вот что касается дальше, значит,
Миренгринского района, а здесь непосредственно, вот они, наверное, являются тоже вторыми, в том числе и по количеству, и по объему, да, и тестирование, очень у них достаточно небольшое количество народу, и у них был небольшой своего рода, ну, мое мнение такое, и я это регулярно высказываю прямо и открыто, все-таки определенные недоработки штаба оперативного, и, в общем-то, я лично сама выезжала в Миренгри для того, чтобы сейчас вот наладить эту ситуацию. Мирнинский район вызывал у нас вопросы постоянно. Во-первых, потому что очень большая мобильность населения, как внутри района, так и в Мирный обратно прямые рейсы, Новосибирск-Москва, через Новосибирск, Мирный, Москва, Мирный. Это все давало, конечно, нам определенное, значит, беспокойство, и потом Мирнинский район. Что касается непосредственно другой группы районов, они для нас, которые вот сегодня у нас с большим количеством, это те наши районы, которые являются, по сути дела, спутниками города Якутска. Первый район, который для нас явился вот таким районом сложным с точки зрения национальных, явился Намский район. То есть, Намский, да, УЗ. И нужно сказать, что очень оперативно, быстро были развернуты дополнительные койки. И с карантинными мероприятиями они справились. И вот до вчерашнего дня они тоже так стояли достаточно неплохо, да, ну вот опять буквально сегодня разговаривали с главой района, у них определенные предпосылки есть, что скорее всего будет небольшой подъем. Почему намцы? Намцы еще и растянулись по всей трассе, то есть практически вот эти все населенные пункты, которые идут по этой стороне берега Лены, потихонечку друг другу все равно передавали, потому что центровым оказывались намцы. И к ним все ездили в течение непосредственно, всего лета, да, как бы жизнь же продолжается. Безусловно, следующим районом является, как ни странно, но почему-то Мегино-Кангаласский, потому что мобильность там, он более проходной район, и немного в стороне остается Хангаласский район. И вот Мегино-Кангаласский, здесь совсем другая природа заражения пошла. В Мегино-Кангаласском районе пошли свадьбы, дни рождения, какие-то вот культурно-массовые мероприятия со всеми запретами как таковыми. Если в Намцах просто по трудовому растянулось, то непосредственно в Мегино-Кангаласском оно стало по разным участкам просто-напросто вот вспыхивать достаточно так вот хаотично. Вначале было непонятно, а потом базовка легла так же, как и было на Нижней Вестях. И много народу. Но вот уже буквально вчера, еще раз я обратила внимание, оперштаба района Мегино-Кангаласского. Прекратить нужно практику, которая называется несоблюдение указа главы Республики Саха-Якутия. Он должен соблюдаться. Соблюдаться для того, чтобы в магазинах не пускали без масок, не обслуживали без масок, чтобы все-таки, непосредственно вот это вот мероприятие были усилены. Вот что касается, ну и, конечно, Хангаласский район. Ну, нужно сказать, что да, они удержались немного получше, чем многие сельские районы, да, но, тем не менее, они тянулись почему-то не по очагам, они тянулись по одному, по два, вот раз в неделю у них возникали какие-то единичные случаи. Или это растянутые контакты, ну вот сейчас анализ мы проводим, да, безусловно. Или это просто уже такая сложенная система. Или потому что слишком близко от города, и все легло на город как таковой. Мы достаточно, ну у нас, как вы знаете, базовку в свое время дал Сунтарский УЗ, не из местного населения, а сунтарские врачи получили первый опыт тогда, когда они начали у нас непосредственно все-таки лечить вахтовиков. Вот здесь вот был свой первый опыт, и, соответственно, уже сейчас сунтарам достаточно легко входить в ту ситуацию, в которой они есть. Хороший показатель, и я, конечно, очень суеверно, но я буду хвалить Вилюйский, да, потому что они непосредственно очень быстро сконцентрировались, КЗЛСР у них рядом, соответственно, вовремя приняли все мероприятия для того, чтобы там не допустить вспышку, которая могла бы быть за счет приезжих, и внутреннюю локализацию сделали очень быстро. Хорошую дисциплину по своему содержанию показывает горный УЗ. Практически все кафе работают только при условии, соблюдения масочного режима, да? И, соответственно, это и дает, и люди подстегиваются. Условно говоря, под эти нормы начинают становиться, эти правила соблюдаются.
Татинский улус тоже является улусом, в котором можно сегодня говорить о том, что они достаточно четко начали, исходя из того, что первый случай был связан с приезжим по работе на дороге, да, сам по себе. Вот он непосредственно и тоже достаточно четко мобилизовался. Но та-то она растянута по своим, все-таки по своей территории не вдоль, а более широко, и поэтому достаточно сложно его было вылавливать, потому что летом все равно приезжали городские именно к бабушкам, к дедушкам ребятишки. И это вот транзитный район получается такой тоже, как медицина. Он вроде как и разбитый, и не совсем стоит вот на трассе в классическом варианте, как там Древнегинский, но у них была своя история распространения. У нас все, что касается северных районов, какие бы это районы ни были, да, вот насчет северных, да, хотелось. Северные районы, арктическая группа районов, тогда, когда непосредственно начинается немного неспокойно среди населения, определенная паника появляется, начинается и нестабильность сама по себе и с точки зрения вот этого вот общего настроя, в том числе населения в районе. Да? То есть, например, я беру для примера два северных района, сравниваю. Да? Значит, например, Мумский район, четко, понятно, без всяких вопросов, да, отрабатываются все вопросы. А Миконский, да, можно его тоже, в принципе, северным назвать, по сути, тоже четко понимали, что есть, значит, бригады, которые работают за пределами Аймикони. Значит, главврач, глава района с недропользователями в одной связке отработали. Лечим, значит, работников недропользователей на месте. Отрабатываем четко вот эту вот схему. В населенный пункт не привозят. Сейчас уже пришло и в населенном пункте появляется, потому что свои же в том числе привозят. Да? И в то же время вот это вот непонятное, как-то определенный страх, который немножечко возник из-за этого расслабленности Средней Колымы. Вот оно прям сложно, тяжело пошло, хотя все меры были приняты. Немножечко сложно шел по восприятию Оленевский район. Сейчас уже и главврач, ну и, соответственно, значит, все работают достаточно четко. При этом у каждого своя специфика, у каждого. И, тем не менее, все понимают, что мы делаем одно дело. Спасибо большое. Игорь Аланжи, у вас есть вопросы еще или я могу продолжать? Продолжай. Здесь что-то появилось. Он машет Где? рукой. Кто машет рукой? Аланжи нет, все, спасибо. Так, готовы еще отвечать, Игорь? Лена, да, вот я хотела задать вопрос. В целом, ну не только по пандемии, да, но все равно в этой связи в целом вопрос по здравоохранению. Все-таки были опасения, ну и везде, и в социальных сетях, и среди мнений общественности, и в СМИ о том, что вот пандемия, экономический кризис, вызванный из-за нее, может как-то затормозить или застопорить крупные объекты здравоохранения, социальные, которые в республике строятся, да, и те не крупные, небольшие локальные объекты здравоохранения, медучреждения именно в районах. Вот с этим на сегодня как? Потому что ситуация-то меняется каждый месяц. Сейчас уже у нас осень, год скоро кончится. Все объекты, один из вопросов, который рассматривался в мае месяце, это точечный контроль за всеми объектами социальной сферы. Здесь правительство вместе со всеми вместе отрабатывало достаточно четко, начиная от диспансеризации тех, кто приезжает, заканчивая мобилизацией местного населения на стройку. Мы прекрасно понимаем, что в результате того, что были закрыты границы, мы понимали, что это нам, не хватит рабочей силы, поэтому Минобразование через свою систему СПО, а также Минмолодежи через стройотряды отработали местные кадры для того, чтобы нам все стройки исполнить в полном объеме. Приостановление ни одной стройки на территории республики из-за пандемии не происходило. И там, где оно имело место быть, там возникали сразу вопросы быстро и точечно отработки. Не все, кажется, так быстро, это вот на словах сейчас, да, кажется, там вроде быстро отработали, а на самом деле это постоянные диалоги, постоянные разговоры, какие-то поиски решений, а это достаточно сложный и тяжелый труд. Спасибо.
И еще вот, коллеги, вопрос, да, тоже вот иду в шахматном порядке, и теперь вопрос коллеги Сузанны, что с выплатами региональными медиками, потому что, видимо, вот есть жалобы о том, что медперсонал говорит, что выплат региональных нет с июля. И вопрос, неужели вот в бюджете как-то недостаточно средств, и когда полностью республика планирует расплатиться с медработниками? Значит, у нас есть несколько видов выплат, которые мы платим на медработникам. Медработникам мы прежде всего каждому, значит, медику, который работает в красных зонах, платятся соответствующие выплаты по президентскому указу. Значит, медработникам, которые работают в зоне риска, я бы разделила так, платятся дополнительные выплаты по постановлению правительства Мишустина. У нас же непосредственно у наших, значит, есть наша республиканская 129-е распоряжение правительства, которому введены дополнительные непосредственно выплаты для категорий как медицинских работников, особенно это те, кто не попадает под президентский и под председателя правительства, значит, непосредственно указ, но находится постановление, находится у нас тоже в зоне риска. Сам по себе, значит, указ, он касается распоряжения, вернее, главы республики, он касается не только медиков, но и работников обсерваторов. Поэтому мы понимали прекрасно, что выплата осуществляется по факту. Раз она осуществляется по факту, то мы должны сделать соответствующий сбор документов. И вот иногда возникают вопросы, какую информацию отправить, те или иные документы, или неправильно оформлены. И поэтому возникают и определенного рода, значит, задержки в выплате. Я думаю, что, значит, как мы определились, у нас этих задержек не должно быть. Так, спасибо. И еще вот следующий вопрос. Ну, я вот для себя свои вопросы сгруппировала, да, именно по пандемии, вокруг нее, по здравоохранению. И можно ли вот, да, коллеги Игорь, Аламжи и наш спикер, гость Ольга Валерьевна, не по теме, немножко вопросы тоже у меня есть. Можно, да? Не по теме. Не по теме основной хотелось спросить, в последнее время же в правительстве республики идут определенные изменения, да, и кадровые, новые люди к вам пришли, исполняющие обязанности, и вообще до этого тоже как-то все было довольно интересно в правительстве, и как-то там поменялись, насколько не ошибаюсь, полномочия между зампредами, да. Можно ли узнать, вот, какие были изменения, и в частности ваши сферы, уточните именно на сегодня, и в целом вообще много ли изменилось вот с приходом нового руководителя Тарасенко? Есть две вещи, можно, значит, непосредственно разделить на две части. Значит, да, и, соответственно, значит, да, если брать две части, еще до прихода Андрея Владимировича Тарасенко у нас летом, значит, непосредственно глава республики своим распоряжением разделил ряд полномочий, часть, полномочий непосредственно перераспределил между зампредами. Это было связано в том числе и с освобождением ставки первого заместителя председателя правительства Алексея Александровича Стручкова, поэтому первые полномочия, которые были перераспределены, это сегодня первого зампреда Бычкова, значит, экономика, стройка, инвестиции, и, соответственно, значит, часть полномочий были перераспределены между курирующим сельское хозяйство и первым заместителем министра, первым заместителем председателя правительства, который курирует непосредственно и, значит, у нас с вами МЧС и ЖКХ, да, то есть там непосредственно немного перераспределились полномочия, которые были связаны, там, если я не ошибаюсь, с охраной природы. И, соответственно, еще введена была дополнительная, значит, ставка заместителя председателя правительства, на котором была передана частичная часть моих полномочий, как социальная сфера, частичная часть полномочий, значит, зампреда Бычкова. И, соответственно, значит, вот таким образом сложилась ситуация. Сейчас, значит, у нас исполняющий обязанности председателя правительства определился, и глава республики, значит, уже смотрит на нас как на полноценную коллегиальную. Плохо, немножко не расслышала. Вот глава республики уже рассматривает нас как полную команду, значит, которая будет работать в одном направлении. Спасибо, понятно. И
Следующий вопрос, вот, коллеги, по поводу кадров. Вообще нет ли дефицита медицинских кадров в республике? Как идет работа в этом отношении с кадрами? Хватает ли врачей? Не работают ли они на износ? Как вообще ситуация с кадрами? На настоящий момент с кадрами медицинскими укомплектованность одна из самых высоких в стране, насчет непосредственно, поэтому там, когда у нас возникает вопросы по кадрам, мы делаем внутри республики свое перераспределение, нам позволяет сегодня действующие медицинские кадры отработать в должной мере. Мы обратили внимание, что многие субъекты Российской Федерации обращались к другим субъектам, например, Камчатка использовала дополнительно силы московских врачей, когда у них было немножечко послабление само по себе по эпидситуации. Тула, когда у них большая вспышка была. Но у нас на настоящий момент такой потребности нет. В любой момент, только что сообщили о том, что непосредственно у нас есть проблемы по врачам в Алайхе, туда будет направлена отдельная медицинская бригада. Более оперативно... В Алайховском, да? В Алайховском, да. И более оперативно нас ковид заставляет двигаться, работать и, соответственно, в том числе решать вопрос по перестановке кадров. У нас большая группа коллег работала непосредственно на месторождении, которое называется Чендинское. Это работают наши медики в том числе нашего первичного звена, наших районов, Мегинский, Чурапчинский, Татинский, Чалдамский. Воспользуюсь еще раз случаем и скажу о том, что я благодарна медикам, которые сегодня на себя несут эту огромную нагрузку. Лена? Да. Лена? Да. Ну, у нас уже время приближается. У нас заканчивается час. Да, я предлагаю закругляться, тем более вот Ольги Валерьевны все тише и тише голос. У меня голос становится тише и тише. Ее мучить. Да, и вот напоследок такой вопрос. На оперативных штабах, за последние дни у вас какая-то позитивная новость, все-таки какие-то позитивные новости появляются? Вот вы можете как-то приободрить народ? Вот больше стало лекарств, больше стало коек или что-то еще? Я думаю, что мы постараемся не допустить больше непосредственно. Сегодня у нас не зарегистрировано летального случая. Вот сегодняшний день, новость для меня сегодняшнего дня, да. В одной из больниц мы выходили тяжело больную девушку, да. Женщину, что точно, усталость точно наступает, Игорь, ты прав, да. Вот. И каждый раз новости у нас какие? У нас новости, они связаны с тем, что у нас сегодня в школах учатся дети. У нас нет там сегодня никаких определенного рода оснований сказать, что мы там закрываем полные школы. Да. Каждый раз есть новые новости. Антиковидная, сегодня применяем уже плазму, ждем каждый раз результат по выздоровлению тяжелых больных. Часто ждем уже вакцину, делаем вакцину от гриппа. Для нас это позитивные новости. Спасибо. Ольга Валерьевна, у меня еще... Игорь, минутку, у меня последний вопрос, и даже не вопрос, скорее, а предложение, которое давно хотела кому-то задать, но не было возможности, из руководителей, да. И до этого быстренько я хотела уточнить момент, самое главное, что было бы интересно в отношении планов работы нашего экспертного клуба, да, такой вопрос, да, насколько возможно реально, допустим, сделать какое-то выездное освещение или репортаж, или спецрепортаж, специальный репортаж, допустим, непосредственно в лечебное учреждение, в медучреждение, допустим, в одной из крупных больниц, если это возможно, если они, допустим, не режимные, да, не режимные же вроде, или в одной из, допустим, хотя бы ближайших центральных районных больниц, чтобы мы поехали, поговорили с медиками, с пациентами, с врачами, с людьми, посмотрели, как там, оснащение и так далее. Но это реально возможно или нет? Такое предложение. Я думаю, что спецслужба Минздрава, пожалуйста, можете спокойно отработать этот вопрос. Спецслужба Минздрава. В красную зону заходит непосредственно наша представитель пресс-службы одной Якутской республиканской клинической больницы. Разговаривает она у нас и с больными, и с пациентами, так как она имеет достаточный опыт, корректности и понимание, да, и, соответственно, одежды
да, никто не может рисковать, а жизнь здоровых людей это категорически запрещено, тут не режимность, да, а здоровые должны быть только... Нет, в целом я имею в виду в больнице, да, в целом в больнице. Я думаю, что, Лен, можно отработать с службой Минздрава. Хорошо, и еще вот, да, еще вот момент тоже связанный с работой. Когда примерно планируется или нет возвращение на очный формат брифингов, вот весенних, на которые мы вот ходили в день по 2 раза было, вот сначала как-то непривычно, потом привыкли, а потом только вот ВКС, и как-то будет это, ну, есть планы, прогнозы, то, что мы вернемся к этим живым встречам? Ну, я думаю, что у нас сейчас в перспективе живые встречи через ВКС. Я была очень рада вас видеть. Спасибо большое. Когда-нибудь Спасибо вам вернемся. большое. Спасибо. Спасибо.